Информационная служба Осетия ТВ. Главные темы выпуска. Во Владикавказе открылось консульство Южной Осетии. Представительство Цхинвали с гербом и флагом республики теперь будет находиться в двухэтажном особняке, расположенном на улице Краснодонской. Крупнейшее в Северной Осетии предприятие «Михайловское» покрывает более 15% потребностей республики в мясе и яйце. Однако сегодня владельцы фабрики столкнулись с нешуточными проблемами. Подробнее в репортаже Ангелы Кубаловой. Новоиспеченные программисты ЦИСКа получили свои сертификаты. Первый набор студентов образовательного курса «ЦИСКа Essential» получил документы об окончании первого уровня. Эти и другие новости далее подробно. На несколько часов Центр дипломатической жизни Южной Осетии переместился во Владикавказ. Открытие нового здания консульства – значимое событие. В торжественной церемонии открытия представительства приняли участие главы дипломатических миссий Южной и Северной Осетии. На встрече стороны обсудили самый широкий спектр вопросов, представляющих взаимный интерес в политической, экономической и других областях. По словам специалистов, представительство Цхинвали в североостинской столице – это первый этап в большом деле. Также премьер-министр Южной Осетии Даменти Кулумбегов выразил надежду, что еще не один триколор Южно-Остинского посольства поднимется в ближайшем будущем в других городах и странах. Событие, которое мы сегодня так радостно отмечаем, является, конечно, показателем уровня наших политических отношений, безусловно. И, с другой стороны, и это очень важно, я это хотел подчеркнуть, говорит о внешнеполитической линии Российской Федерации в отношении Южной Осетии. Крупнейшая в Северной Осетии птицефабрика «Михайловская» покрывает более 15% потребностей республики в мясе и яйце. С введением санкций этих объемов стало недостаточно. Обновление фабрики и плановое повышение объемов производства пришлись как нельзя кстати. Напомним, 2 года назад правительством республики был поддержан инвестиционный проект, благодаря которому выделили средства на расширение производства птицевого хозяйства. Учитывая, что мы базовое хозяйство в республике, значит, это было все предусмотрено бизнес-планом, взяли кредит и начали вот эту всю работу делать. Это там 5 стадий. Создание маточного стада, значит, реконструкции, расширение инкубаторного парка, что мы сделали, первый и второй. Третий – это, значит, частичная замена оборудования новыми, это в производственных цехах, это сделали. И строительство нового кормоцеха, который вот только сейчас мы пустили. Новые цеха, оборудованные специальной техникой, позволили увеличить количество голов, а также значительно облегчили работу специалистам. Если раньше кормление проходило вручную, то теперь все намного проще. Вот это у нас кормораздача, это мы раздаем корм для цыплят, это паяние, отсюда они воду пьют. В суточном возрасте бумагу стелим, чтобы они не могут в кормушки залазить и чтобы оттуда кушали. Так все механизированное оборудование. Оборудование немецкое, Биддайчман. Со строительства механизированного кормоцеха птицефабрика стала более эффективной. Готовые корма идут через смеситель, после чего кормовоз развозит питание в птичники. Для того, чтобы предприятие заработало в полную мощность, необходимо достроить убойный цех и охлаждающую камеру. Оба объекта в стадии строительства и реконструкции. Однако работа может приостановиться. Разовое вливание средств оказалось недостаточно эффективным. Как следствие, кредит не погашается, а задолженность по нему растет. Увеличивать поголовье птиц, пока не достроят убойный цех, смысла нет. Справиться с таким потоком производства сможет лишь машина. Сегодня убойный цех работает по старинке, вручную. 40 миллионов рублей. Это та сумма, которая позволит завершить модернизацию республиканской птицефабрики. Руководство надеется, что средства поступят на счет предприятия уже в будущем году. Ровно через 2 года птицефабрика сможет не только обеспечить продуктами птицеводства весь местный рынок, но и создать около 300 дополнительных рабочих мест. Это возможно, если будут созданы комфортные финансовые условия. В противном же случае перспективы предприятия неутешительны. Ангела Кубалова, Фатима Макиева, Евгений Маркин, Осетия ТВ. Первый набор студентов образовательного курса «ЦИСКа Essential» получил сертификаты об окончании начального уровня. На протяжении 2 месяцев студенты вместе с опытным преподавателем изучали основы программного обеспечения, устройства компьютера, технического и сетевого оборудования. Обучение велось в интерактивном режиме и с возможностью дистанционного изучения материала. У каждого из учащихся был доступ в личный кабинет. По интернету они могли самостоятельно проработать учебный материал. Программа реализовывалась в рамках образовательных процессов, которые осуществляет Центр информационных технологий в партнерстве с бизнес-инкубатором IT-парк «Алания».
Сертификаты, предоставляемые мировым лидерам в области коммуникации ЦИСКа, дают возможность прошедшим курс качественно трудоустроиться в сфере IT и получить знания в области системного и аппаратного обеспечения, а также подготовиться к следующим уровням обучения. Как показывает практика, следующий уровень, он является также одним из самых востребованных уровней, потому что в основном, если человек он планирует свое будущее в области IT и он является серьезным сетевым специалистом, ему этот сертификат, конечно же, нужен. То есть следующий уровень, он называется CCNA. Мы, конечно, будем его предоставлять. И сейчас как раз-таки ведется набор непосредственно, значит, студентов в группу, значит, которая будет осваивать данный уровень. 60 лет служения исторической науке. Во Владикавказе открыли мемориальную доску доктору исторических наук Марку Блиеву. Памятная доска находится на стене дома, где проживал известный историк. Работу выполнил скульптор Ибрагим Хаев. Почтить память и возложить цветы пришли школьники, родственники историка, общественные деятели, представители городской мэрии и правительства. Он был, значит, политически и общественно активен и ответственен. Значит, сегодня не обо всем еще можно говорить, даже из того, что за кадром, за кулисами, значит, вот за внешним рядом политических событий ему удалось сделать для Осетии, для Кавказа и России. Так что, я думаю, будут написаны еще его научные и общественные биографии в будущем. Марк Блиев – организатор и директор Института истории и археологии Республики при Северо-Остинском университете, заслуженный деятель науки России и Южной Осетии, кавалер Ордена Почета и Ордена Почета Высшей награды Республики Южная Осетия, обладатель серебряной медали имени Ильина за развитие русской мысли. И это далеко не полный перечень наград выдающегося ученого. Рая Дзантьева, Вера Акацева, Евгений Маркин, Осетия ТВ. Полный зал людей, ожидающих начала спектакля. Звездный состав артистов театра и кино представил Владикавказу интригующий сюжет Джона Присли «Не будите спящую собаку». Обычная светская беседа переходит в опасное расследование давних событий. Так называемая «спящая собака» – это та самая правда, которую невольно разбудила компания друзей. Музыкальная шкатулка напомнила хозяину дома о самоубийстве его брата. Запутанный сюжет с каждым моментом подкидывает зрителю все больше вопросов. Идея-то очень такая важная, это вообще Гамлет. Мне кажется, вот то, что играет Андрей, в итоге к чему он приходит, вот такое полное распадение его мира. Наверное, это была реплика, относящаяся к тому времени, светлая идиллия с убийством, да? То есть как выживать в этом мире, как в нем можно выжить, создав себе иллюзию какую-то. Ну, к чему это приведет? И хотя пьеса сокращается для более удобного просмотра, вся постановка состоит из одного действия. Особенная интрига, свойственная Присли, сохраняется. На протяжении всего спектакля зритель неотрывно следит за опасным поворотом сюжета, который как снежная лавина набирает силу с каждой минутой. Пьеса не дает однозначного ответа на вопрос, нужна ли правда или лучше жить в красивой иллюзии. Но артисты, как ни странно, отвечают, исходя из характеров своих героев. Возможно, персонажи английского драматурга оказали на них свое, совершенно разное воздействие. Пьесы, и это в том числе, и, допустим, вот «Сокровище острова Пеликан». Мы смотрим детектив, самый обыкновенный. Как бы мы смотрим, по ходу дела, как «Всем сестрам по серьгам». Справедливость как бы торжествует. Потом человек идет домой, после пьесы говорит: «Господи, так на самом-то деле вот что было-то». В этом и гениальность Присли. Детектив не оставил никого равнодушным. Светлая идиллия с убийством и кровосмесительством. Так назвали спектакль критики. Конец постановки несет свой особый смысл. Снова особняк Олуэн открывает шкатулку, но звук из радиоприемника заглушает ее мелодию. По радио передают модный шлягер, и компания опускается в пляс. Никто в этот вечер не потревожил спящую правду. Фатима Макиева, Наталья Алексеева, Алан Гасанов, Осетия ТВ.